Дискуссии вокруг закона о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами в нашей стране не утихают. По сей день депутаты, юристы и активисты пытаются направить закон в правильное правовое русло. Вступит закон в силу или нет? Тема нашего сегодняшнего прямого эфира – закон о декларировании доходов. Почему парламент медлит? Здравствуйте. Сегодня в студии Надежда Венедиктова, член Общественной палаты Абхазии, журналист, писатель. Дауд Хутаба, юрист Народного собрания Республики Абхазия. Астамур Какалия, активист этой темы. И сегодня у нас еще должен был принять участие депутат Астамур Лога, но в последний момент он сообщил о том, что со здоровьем проблемы и не смог прийти. Но хочу отметить, что большей части депутатов мы все-таки позвонили и отправили СМС. Но они не ответили на звонок, часть из них просто проигнорировали наши сообщения. Те, которые ответили, просто отказались приходить. По каким причинам, я не могу вам сказать. Еще хочу отметить, обратите внимание на название темы сегодняшней нашей беседы. Буквально за несколько минут до эфира нам поступила информация о том, что в четверг должна была состояться сессия парламента, но из-за того, что не состоялось комитетское заседание по данному вопросу, сессия была перенесена на следующую неделю. Возможно, на следующей неделе мы узнаем уже подробности вообще об этом вопросе. Астамур, вот, скорее всего, хочется обратиться сначала к вам. Закон был принят в парламенте. Он был подписан руководством страны. Затем в него были внесены поправки, которые требовали вы сами лично. Но все-таки мы надеялись, что на этом все завершится, и тем не менее осталось огромное «но». Что вы можете сказать по этому поводу? В чем загвоздка на сегодняшний день? В содержании закона. Обратите внимание, на предпоследней сессии парламента 27 депутатов парламента Республики Абхазия проголосовали за вычеркивание совершеннолетних детей из списка декларантов. 27 депутатов. На том же заседании, в тот же день, депутаты не проголосовали за окончательное вступление в силу закона. 10 депутатов не нажало ни на какие кнопки ни «за», ни «против», ни «воздержался». То есть для меня, для тысяч людей вопрос очевиден, что единственное достижение за год, вот говорят, поправку, внесли поправку. Единственная поправка, внесенная в этот закон, она его ослабила, вычеркнуты малолетние дети из списка декларантов, а сам закон не вступил в силу. То есть за год Асиф Харги. Асиф Харги, закон не вступает в силу, продолжается Надо отложить, мы-то за и так далее. Вы знаете как? Когда Можно уточню? Да. Вот каждый раз, когда вносится поправка, получается, закон отправляется на доработку уже, и тем самым он оттягивается. Конечно. На сегодняшний день у вас есть какая-нибудь информация, в чем именно сейчас загвоздка? Будет ли вообще этот закон? Я, наоборот, хотел получить эту информацию, и за это мы здесь. А вам известно что-нибудь? Вот на следующем заседании парламента все-таки на рассмотрение что-нибудь будет вынесено? Мы надеемся, знаете почему? Потому что 16 апреля состоялось комитетское слушание, в котором участвовал представитель президента, депутаты, входящие в комитет по правовой политике. Никаких возражений о вступлении в силу закона там не было. Комитетское слушание прошло. И на вашем же новостном канале АГТРК нам сказали, что на ближайшей сессии будет поставлен вопрос о голосовании в окончательном, последнем, самом чтении закона и о вступлении его в силу.
Мы столь долгий путь прошли, мы уже даже не просим никого проголосовать «за». Мы все аргументы привели из Ахарц, из Тахуй Захановой, да, все аргументы привели, ветеранские организации обращались, тысячи граждан собирали подписи, митинги были, голодовка была, то есть весь народ, и мы просим просто проголосовать. В таком формате, в котором он сейчас В есть, формате, абсолютно. в котором даже вычеркиваем, хотя мы не согласны с этим, но пусть хотя бы так он вступит в силу, проголосовать за, против или воздержался. Просто проголосовать, определиться. То есть вы можете говорить, я-то за, но надо определиться, вы за или вы но. Вот все-таки представитель президента в парламенте ссылается на то, что данный закон противоречит нашим внутренним законам. Ссылаясь на что именно конкретно вам предлагали изменить какие-то, может, поправки внести? Вы обсуждали какие-то вопросы? Вот смотрите, действующий президент республики Аслан Георгиевич Бжани, в этой же студии, он участник, он инициатор разработки закона, говорил о том, что никаким абхазским законам этот закон не противоречит. Декларирование чиновниками собственности не может противоречить никакому закону. Это полная ахинея. Закон вменяет обязанность чиновнику указать источники дохода. И если чиновник в письменной форме врет своему работодателю, народу Республики Абхазии, и эта ложь вскрывается, чиновник по нашему закону о декларировании увольняется без права, то есть вы увольняетесь по факту лжи письменной. Чему это противоречит? Единственную презумпцию, знаете, презумпцию врать своему народу этот закон нарушает. А как же с презумпцией невиновности? Причем с презумпцией невиновности? Вы Ссылается совершили на то, деяние, что... вы в письменной форме соврали народу Абхазии в своей декларации о своих источниках доходов. Все-таки это вот уже никакая мне не презумпция. как обывателю хочется уточнить, вот как потом доказывать, да, все-таки? Очень легко. Это нужна какая-то структура отдельная, которая это будет контролировать. Полностью изучала, им просто интересно, вот как это будет осуществляться. Вопрос. Вся прелесть этого закона в чем? У нас же как? Создается ведомство по борьбе с коррупцией. Там вот мы лоббируем каких-то назначения, своих назначенцев и так далее, и выборочно кого-то так, кого-то чуть больше, кого-то меньше, кого-то вообще закрываем. Да? А этот закон чем опасен для коррупционера? Правом расследования несоответствия деклараций и реальных активов обладают налоговая, прокуратура, МВД, СКБ, а также суды по заявлениям граждан. То есть, если вы договорились с прокурором, вам не удастся договориться с МВД. Если вы договорились с МВД, вам не удастся договориться с СГБ. Если вы договорились с СГБ, вам не удастся договориться со мной, потому что я обнародую ваши счета или ваши гостиницы. Эта информация быстро, маленькая в стране, становится достоянием гласности. То есть у вас не хватит, у коррупционера, да, не хватит ни горилл, которые вот там военным, там бойцовские ребята, которые обычно окружают коррупционеров, ни их не хватит, ни связей, ни родни, ни блата на госслужбе не хватит, чтобы прикрыться от этого закона. Именно этим этот закон и опасен. Дауд, хотелось бы к вам перейти. Вы сегодня, можно сказать, за весь парламент, так как у нас, к сожалению, нет парламентариев. Да, и все-таки сегодня все вопросы будут адресованы вам. Наверное, скорее всего, хочется узнать ваше мнение по поводу этого закона. Все за и против? Все? Ну, которые можно, по крайней мере, вот озвучить вкратце. Ладно, я скажу так. Закон о декларировании, ну, прежде всего, я согласен, что он нужен. Другое дело, я вижу это совсем по-другому. Я не согласен со списком, да, с декларантов, указанных в данном законе.
под него попадают все государственные служащие. Когда депутаты говорят о том, что закон этот, ну, как и написано, собственно, да, в данной редакции принятого закона, вступает в силу с того момента, как будет принят закон о государственной службе, они говорят это не просто так. Потому что это идеальный вариант. Так, по сути, должно быть. Я понимаю, что Астамур утверждает, что над законом о госслужбе вообще не работают, и что надо как-то уже в рамках этого закона как-то определить это не понятие. действующий президент республики говорит о том, что закон о госслужбе никак не связан с законом о Я декларировании. ссылаюсь на ваши слова. На президента сошлитесь? Слушайте, я президента слов не слышал, я ссылаюсь на ваши слова. Подождите. У нас все ходы записаны. Президент республики в этой студии говорил и говорил. Тогда этот закон назывался что эти закон два о закона не декларировании взаимосвязаны? публичных служащих. И к нему не относились все госслужащие. А потом парламент произвольно изменил название закона, внес понятие госслужащий и увязал его с законом. Если можно, я о продолжу. госслужбе. Я вас понял. Теперь я вам объясняю ход моих мыслей. Как я оказался здесь? Кто знает, тот знает, кто не знает, не знает. Я пару слов буквально скажу. Недавно журналист Абхазского телевидения попросила меня дать ответ на несколько вопросов. Я дал ответы. После этого в социальной сети вызвали меня, скажем так, на прямой эфир. И сказали, сейчас дословно они, но если что-то не так, я думаю, вы скажете, что я сказал, что нужно еще вносить изменения, да, что хотелось бы услышать какие-то изменения. То есть, помимо этого, что я что-то говорил об имплементации, с чем не согласен Астамур. То есть, я здесь оказался поэтому. Да? И поэтому я говорю, я из чего исхожу? Я знаю ваши слова, что вы защищаете эту редакцию закона принятую, так? Нет, секундочку. Разве не так? Потому что, когда я говорю, что надо вносить изменения, вы мне даете понять, что не нужно. Я так и решил. За какие изменения? Что вы именно хотите, это чтобы ко мне внесли? Вопрос был. Ко мне вопрос был. Да, ответьте, пожалуйста. Позволите? Можно, да, конечно. Это очень... смотрите, не случайно мы говорили о том, что изменено было название. Закон назывался о декларировании госслужащими, а дальше должностными лицами. Мы изначально вообще предлагали оставить понятие должностное лицо. Должностное лицо – это лицо, наделенное функциями распределения финансовых средств, контрольно-надзорными функциями принятия кадровых решений. И под должностное лицо не попадает ни техничка, ни электрик, хотя он как госслужащий в организации подпадает. А мы говорим, это не мы, даже не мы говорим, мы транслируем общепринятую мировой стандарт. То есть, когда некоторые наши уважаемые депутаты, мной очень уважаемые люди, говорят о том, что должны декларировать все, они противоречат не только мне, Юрию Зарандия или нашим друзьям, всем остальным. Нет, они противоречат базовым принципам, принятым в мире. То есть электрик или сантехник или уборщица, может, они в душе и коррупционеры, но у них нет никакой возможности украсть, потому что они не распределяют инвестпрограмму, они не принимают кадровых решений. То есть, можно все-таки... Если вы позволите. Да, потом я отвечу. Если вы позволите. И поэтому в мировой практике принято, чтобы чиновник, публичное должностное лицо, 20 статья САС Газазар Организация Объединенных Наций никогда не поставила бы во главу угла пункт, который противоречил бы презумпции невиновности. Это главный арбитр прав человека в мире. И они говорят, что чиновники должны декларировать. Уборщица это не подпадает под декларирование должностными лицами. Многие люди путают налоговую декларацию с антикоррупционной. Мы говорим об антикоррупционной декларации. Я как ИПшник,
налоговая Ну, фактически... получается, предпринимателей это не коснется, так Предприниматель. получается. Но по сути, Смотрите, скажем, предприниматель не если у него принимает черная решения. бухгалтерия, он у Подождите, государства подождите. тоже Вы не ворует. смешиваете разные виды Нет, спорта. я за то, чтобы все декларировали. И Не, начнем я с того, тоже если за. как бы Но так. с кого мы Получается, начнем? он у государства Не-не-не. ворует. Я знаете против чего? Я уже говорил в этой студии. В 2019 году. Я против того, чтобы наша политическая элита как заложниками прикрывалась бы простыми людьми, дескать, пусть у них декларировать нечего. Почти бедные люди, понимаете? Там декларировать-то нечего. Но они вот, прикрываясь ими, не декларировать сами, нет. Мировой стандарт говорит, вы чиновник, вы принимаете кадровые решения, вы распределяете финансовые средства, контрольно-надзорные функции, борьба с коррупцией, бывает иногда тоже коррупцией. И вы будете декларировать. А вот после этого давайте декларировать все. Но начать надо. База. Начать надо с фундамента. Можно один вопрос? Да, Вот конечно. буквально. Слушая вас, я сейчас тогда понимаю, что вы против декларирования всеми госслужащими. Да, конечно, То есть, это если я усложняет вам, тему. то есть, Это если усложняет. я вам сейчас говорю, тогда давайте продолжим, внесем еще одно изменение в закон о декларировании. Уточнить, Да, кто должен, получается. Да, то есть остановимся, я как бы предлагал даже депутатам, да, и депутат партии Кокай, они в принципе тоже как бы поддержали. Давайте сделаем так, что декларант это не государственный служащий в общем, да, а должностные лица из числа государственных служащих. Вы согласны? Вот, Да, если это так здорово. изменить? Но один момент. Да. Вы знаете, есть такое выражение: благими намерениями выложена дорога в ад. Знаем. Так вот это ваше хорошее предложение. Да. На практике будет использовано следующим образом. Будет создана еще одна комиссия. Будет растянута во Затягивание времени. процесса. Господи, 9 лет, мы знаем, как это работает. Мы будем это обсуждать, вы будете это обсуждать. Вы изучать будете это. То есть люди, которые год изучали, и вычеркнули совершеннолетних детей, ваше предложение будут изучать еще дольше, а там уже и срок парламента. Так, На практике это будет именно так, как я вам говорю. Да, а на практике, если мы примем этот закон так, Если как вы хотите вы, вносите это предложение, и после этого депутаты убирают всех госслужащих, оставляют должностных лиц, и на том же заседании поднимают руку, и закон вступает в силу, это самое лучшее. я вам такого обещать не могу, я всего лишь юрист, я вам говорю идею. То есть, Идея если, замечательная. можно я теперь доскажу. Если будет так, как хотите вы, то есть на ближайшей сессии, то есть примут закон, вот так, все государственные служащие, как вы сказали, там, электриков вы вспомнили? Да, прикрыться электриками. Да, вот я, например, вот за себя, почему здесь сказать? Да, прикрыться электриками. То есть я никак не должностное лицо, я, наоборот, нахожусь в подчинении, да. А вам трудно будет заполнить декларацию? Не понял. Трудно будет заполнить декларацию? За себя? Да. Нет. Ну и все. Но мной не ограничивается, извините. Там не так все просто. Подожди, а можно вам один вопрос? Да. Вот скажите, это во всех странах, это не только у нас? Нет. Нет, так. нет. Во всех странах. Назовите одну страну, в которой бы чиновники, Здесь- их супруги хотя бы не декларируют собственность. Здесь все усложнено, я вам могу это по пальцам показать. Нет, не просто надо на пальцам. доказать. Назовите, пожалуйста, одну страну, в которой, цивилизованную, нормальную Да. страну, в которой бы чиновники не декларировали свою собственность. Я об этом не говорю. Стоп. Вы не слушаете. Так вы не можете назвать эту страну? Таких стран, может быть, и нету, но речь не о том. Есть. Так, В Бурунди как вот такие здесь страны. у вас, вы мне не назовете страну, где декларируют именно так, как здесь. Я вам могу это показать, если вы хотите. В Российской Федерации. Не Супруг так. супруга декларирует? Да. Декларирует. Да. Дети малолетние, да, кстати, сделано по образцу Российской Федерации. Дети также, но совершеннолетние нет. В России Но в нет. России идет... Братья, сестры, Нет, этого нет. а у нас? Стоп, подождите. У нас входят. Насчет братьев, сестер, вы понимаете, как эта поправка насчет братьев и сестер именно была внесена? 11 тысяч человек, это воля народа. Если воля народа исполнена парламентом, и парламент принял эту поправку, то если парламент, закон есть закон, если там парламент, по решению парламента бабушки и дедушки будут декларировать,
вы как госслужащие обязаны, и я, все мы подчиняемся закону. Вы будете заполнять из-за бабушек, но я не ставлю этот, я понимаю прекрасно, куда вы хотите. Братья и сестры, да? Да, на самом деле, я считаю, это усложнит закон. Всё Я считаю- правильно. Нет, я понимаю. Можно, но это пожалуйста, решение слово было передадим? Решение. Парламент. Надежда Юрьевна, вот Да, я извините. насколько знаю, что да, вы не против Нет, конечно. абсолютно, Я но и у за вас по этому конкурсные поводу, да, отборы, да. ваше мнение достаточно такое обширное по этому поводу, что в нашей реальности очень будет, наверное, непросто с такими вот законами. Да, к сожалению, у нас же многие законы не работают, и мне просто жалко людей, которые Что, вот... не работает? Да, многие Многие законы у нас законы не не работают. работают. А они вступили в силу. Вступили в силу, конечно. А что мешает этому? А вы не Если он знаете. такой же нерабочий, как они, что же вы бояться? Послушайте, так можно я Ну, все-таки вы сейчас, да, доскажу, слушаем. черт возьми? Значит, я боюсь, что люди, которые вот рассчитывают, что все так просто, будут потом разочарованы. Дело в том, что у нас в стране не хватает ни политической воли, ни правового сознания. У нас очень многие думают, что родственные отношения важнее, чем закон. Ну, я думаю, мы это все хорошо понимаем. Нет. Вот. Поэтому рассчитывать на то, что вот сейчас парламент примет, и у нас все будет хорошо, нужно работать над очень многими вещами. Понимаете, вот возьмите, да, вот, предположим, мы возьмем круг, который состоит из многих секторов. И думать, что если один сектор вот, примут закон, и все это сразу заработает, ну, общество, экономика – это такие сложные явления. И мне кажется, что когда вот мы возлагаем слишком много надежд на одно решение, то это слишком простой вариант. Вот. Надо принимать закон. Кстати, мне кажется, что вот если мы возьмем Швейцарию, да, это единственная страна подлинной демократии. Там все законы принимаются чрезвычайно медленно. Можно я доскажу? Я вас не перебивала. Вот. Там на 3 уровнях – федеральном, кантональном и муниципальном. Понимаете, согласуется очень долго. Зато когда принимается, все интересы учтены. Поэтому мне все-таки кажется, что у вас есть свои возможности влиять на парламент, да? Вы уже их все использовали, ну как там, голодовки, митинги и так далее. Вы можете еще предложить общественные слушания, понимаете? Вы можете их провести, на видео записать, выложить в интернет и так далее. Вот, понимаете, то есть у вас есть рычаги давления. И все-таки хотелось бы, конечно, получить более совершенный закон. Вот. А рассчитывать на то, что вот его примут и все станет хорошо. Как вы относитесь к Можно? конкурсу? Сейчас Можно? я договорим Можно? одно, и я вам передам слово. А по поводу вот просто мало конкурсного времени. подбора, если что, мы продлим, чтобы договорить. Конкурсный подбор кадров. Как вы все-таки смотрите на это, и есть ли у нас возможность сегодня вот приступить к такой работе? Конечно, любой нормальный, вменяемый человек только за конкурсный подбор кадров. Просто в практике любое начинание всегда сталкивается с трудностями. Я призываю к тому, что нужно более реально смотреть на вещи. Я должна вам, кстати, сказать, что даже в цивилизованных странах не так часто конкурсный подбор делается честно и прозрачно. Увы, вот такова реальность. И то, что у нас это тоже будет внедряться очень долго, но, конечно, закон надо принимать, разговора об этом нету. Вот. Просто нужно быть готовым к тому, что это столкнется с большим количеством трудностей, и надо это заранее просто понимать. Как вы видите вот, Ну, очень разрешение просто. этого Вот вопроса? всё, что мы Я часто- только за такой знаю, вот я конкурсный знаю. подбор. У нас в обществе преобладает риторика. Риторика – это когда мы показываем широту кругозора. Понимаете? Этот закон математика. А математика всегда опасна для демагогии. То есть все очень просто. Дебет, кредит, источники финансирования. Конкурсный подбор. Создается комиссия, приглашаются открыто приглашаются. Кстати, Никакая знаете, что- электронная база, там ничего, это исключительно зачем? только такое Подождите. все. Я вот против того, я против имитации конкурсного подбора. Когда создается какой-то резерв,
В него, в этот резерв, отправляются фавориты. А вот среди фаворитов устраивается чемпионат, мы их там пиарим на ГТРК, используя там информационные. Это не конкурс, честный, открытый, равный конкурс на замещение вакантных. Какая комиссия Дайте досказать. должна быть там Нет, тогда? Нет, извините. Открытое объявление, необходимые навыки, образование, открытый конкурс. И я не должен зависеть от того, что вы по своей прихоти создаете такое маленькое дворянство и маленький резерв, в которых вы вот своих воспитываете. Ничего подобного. Я имею такое же право на занятие должности, допустим, диктора абхазского телевидения. Я подаю необходимые документы, у нас открытый конкурсный подбор, прохожу собеседование, и мне сообщают: Астамур, вы экономист по образованию, спасибо за проявленный интерес, вы нам не подходите, мы берем Ринату. И мы на этом закругляемся. Но если вам, Рената, отправляют письменное уведомление всей нашей комиссии, да, вот мы все собрались, мы все, допустим, хотим, чтобы вас убрать с госслужбы, вы не наша родственница и так далее, мы не сможем вам ответить, что мы взяли человека с экономическим образованием, а вы с профильным образованием журналиста, что вы отлично говорите по-абхазски, что вы имеете опыт работы, вы после этого снимете эту комиссию. И они отправятся, мы все отправимся домой. Вот так это работает. И еще, когда говорят, что международный опыт, там трудно, отлично адаптируются гаджеты, телевидение. Все, что вы здесь видите, это международный опыт. И нет такого, вот знаете, нет суверенной физики, суверенной химии или суверенного права. Да? Вот, армянский чиновник декларирует собственность, подходит, подходит. Русский декларирует, подходит, подходит. Американский подходит, да, и вы тоже будете декларировать. А вот Мерседес вам подходит, командировки в Женеву вам подходят, а вот декларирование вам не подходит. Еще один момент. Долгое время было непонятно, кто такие госслужащие, вот определения нет, вот это вот тягомотина несколько месяцев творилось, да? Россия проводит индексацию, это источники информации, Россия индексацию проводит зарплат нашим госслужащим. Мы принимаем, ратифицируем, все. То есть, когда надо получить деньги, мы знаем, кто такие госслужащие. Указ президента о кадровом резерве. Из числа госслужащих администрации президента, вот недавний указ президента, из числа госслужащих кабинета министров и так далее. То есть при назначении знаем, кто такой госслужащий. Тогда мы должны знать, кто такой госслужащий при декларировании. Понимаете, надо определиться. То есть если я госслужащий, когда я получаю зарплату, я должен быть госслужащим тогда, когда я отвечаю Уточните, о тот же происхождении своих электрик, как средств. госслужащий, получает зарплату. Занимая штат госслужбы, он также получает зарплату. Получается, Мы вообще говорим о как с должностных этим? лицах, оставьте Ну этих вот опять, госслужащих. Они к так, сожалению, у нас это противопоставляют слово есть, и нам. поэтому Они не можем никак вот Да разойтись, всё вы получается. можете. Это не ядерная физика. И они все прекрасно могут. И все прекрасно поняли, Ширгадзака Ханца. Все прекрасно поняли. Даже те, кто молчал. Государственные служащие были внесены в этот закон, в заглавие этого закона, для того, чтобы увязать его с законом о госслужбе и сказать, мы-то за, но закон о госслужбе надо принять. Да. А потом еще один. Надежда, уважаемая, говорит о том, что у нас законы не работают. Что давайте их отменим и будем дорабатывать. Давайте отменим Нет, все давайте законы. мы добиваться Не, того, я вас не чтобы перебивал, они Надежда, работали. Извините, я вас не перебивал. Вы говорите, не работает. Давайте отменим все. Давайте закон о бюджете отменим. У нас же законы не работают. Отменим все и будем дорабатывать годами. Не надо. Совершенства в природе нет. Начиная декларировать собственность, никакой беды с человеком, с порядочным, честным не случится при декларировании. А вот с человеком, который, еще такие легенды, да, у нас есть там какой-то бизнес, там какой-то. Первое, вы не имеете права заниматься бизнесом, находясь на высоких должностях и представляя народ. Выбирайте либо бизнес, либо ответственность перед народом. Это первое. Второе,
Если у вас есть бизнес, передоверьте его юридически на кого-то, да, и укажите свой бизнес. Что-то я не встречал среди наших политиков, вот, богатых, да, которые макароны выпускают, там, сельхозпроизводством занимаются. Все это блеф. И вот те, кто говорят, мы готовы задекларировать, мы говорим, давайте, на вашем примере покажем. Вы задекларируете собственность, не укажете нам один актив, один. А мы без помощи СГБ, МВД, прокуратуры просто вывесим в нашей группе и через месяц назовем ваш актив, который вы не указали. Вот так это работает. А Желающих как это нет, будет функция ни одного. работать? Вот говорить, мы готовы задекларировать, громко есть. А вот желающих проверить на себе, как это работает, нету. Вы готовы прям документально, досконально Конечно, я предоставить? выпишу Ну, вашу как это декларацию, всё- Рената Не Чагава, сделал вот она декларацию. наша Шатаев. мэр, Будучи премьер президентом и так самого далее. важного. Вывешиваю Это вашу где-то декларацию, что-то и чуть-чуть ваша квартира, какое-то. не отображенная в Москве, через Ну, не месяц надоело вам эту ахинею предоставят слушать. данные, которые будут использованы и правоохранительными органами и так далее. Это так Было работает. бы неплохо, если бы нашли А? квартиру в Москве на мое имя. Было бы неплохо. А знаете, что еще проблема в чем? Почему такое вот сопротивление в обществе? Разве? Да какое Да. сопротивление? Мне кажется, нет. Настоящее сопротивление, даже не от парламента, настоящее сопротивление от общества идет. Я вам объясню почему. Как у нас госструктуры. Я беру в штат родню, близких, кого-то электриком, кого-то водителем, создаю штаты, ташаны лагахоп, а бюджет, ведомства, нагахоп, они все оттуда кормятся, их мужья, жены кормятся, и вот эта база, да, она прекрасно понимает, что открытие этого для них катастрофа. Есть еще другой момент, понимаете? Наша интеллигенция, почему молчит? Я вам скажу почему. Потому что интеллигенция, если будет требовать, вот интеллигент потребовал, ты шпуку, официанта, добре закон, да, ему завтра приходить, просить. У того же чиновника, которого он хочет, чтобы он декларировал, он должен попросить материальную помощь, первое. А командировка с цару бджара, он должен ему проплатить. Сына по лимиту и так далее. То есть они зависимые люди. Мы этим законом Ну, освобождаем без доказательств мы людей. сейчас не можем-то о Не, таких не, не, вещах это говорить так. абсолютно, Это потому так. что Не, о очень таких большое вещах количество говорить... в Абхазии материально зависимых, говорящих голов в информационном пространстве от конкретного политика. В 2015, если хотите, Я добавьте, очень пожалуйста, извиняюсь, да. я просто, вот, во-первых, хотел ремарку и потом вопрос. Конечно. Когда Астамур говорит, что вот я тогда хотел сказать, но все так пошло, и все же решил вернуться к этой теме. Вот, ну, вы вроде согласны, да, что братья, сестры, это может Большой быть и беды не через... вижу. Да, большой беды не Но но это- учитывая, вы сказали, это я, а учитывая все волю... остальные не согласны. Нет, ну да, учитывая волю народа, Волю там, народа, да, да. вот это. Давайте не будем волю народа, вот это подписи, да, это еще не воля. Я сам подписывал, я вам это говорил, я сам подписывал. Все-таки у нас воля народа формализована в виде референдума, чтобы этому уже никто не противился. А подписи это подписи. Не Это вводите я не туда, говорю, нет, Давуд, я не пожалуйста. Это не принижаю. главная Нет, проблема, Астамур, братья и сестры. Астамур, подождите. Я не принижаю. Я просто говорю, что это всего лишь подписи. У нас есть референдум для того, чтобы, да, мнение народа стало законом. Вот, это придумано, и здесь каких-то вторых, третьих путей искать не надо. Теперь, вот вы считаете, что, ну да, вот опять же к этому электрику вернемся. Вот, что раз уж он работает, да, ну, поскольку в парламенте, я скажу в парламенте, раз уж он работает в парламенте, значит, ничего страшного, если он напишет, так? Ничего страшного с ним не произойдет. Хорошо, да. Но мы против Нет, того, что нет, он нет, вообще нет, я доскажу, я учитывался. доскажу. Мы же поняли друг друга. Да, ну давайте тогда, почему вы не хотите принимать это изменение? Хотим, вы не понимаете. Вы говорите, что Мы это будет опасаемся. затягивание. Не. Вот скажите, наши юристы, наш парламент, администрация президента, кабинет министров с удивлением воспринимают, что общество возмущается тем, что закон о декларировании не вступил в силу. Удивляются. Было бы очень странно было бы, чтобы люди без возмущения это восприняли. То есть наша власть не хочет отчитываться
перед своим народом за свои активы. И это продолжается 9 лет. И это вызывает вполне законное возмущение. И по-настоящему чудаки, это еще мягко сказал я, да, те, кто не требует отчетности властей и их семей за свои активы перед своим народом. Вы согласны со мной? Да. Но тут же этим не ограничено. Вы пошли дальше. Этот закон, он пошел гораздо дальше Так должностных не мы лиц. вносили государственные служащие. Но не когда мы. я вам говорю, Это давайте вы несем, вносили. вы мне говорите, нет, это будет Подождите, забалтывать подождите. процесс. Нет, давайте, хорошо. Все? Нет, Все. это На я этом мы говорю. сошлись? Нет, это я говорю, но я знаю, чем это закончится. Ну, а значит, должно быть вот так, как в прописано, идеале, да? в идеале, как вы говорите, вот в идеале, да вот. Аббас Халару, это мы давно говорим. Оно было внесено вообще, вот то, что вот сейчас Вот обсуждается. то, что он собирается то, сейчас что оттуда сейчас- вытащить, вопреки нам, преодолев наше сопротивление, было внесено туда вообще. То есть мы не хотели внесения вообще этих госслужащих туда. Публичное должностное лицо, закон назывался по-другому. То есть вопреки нам, чтобы заволокитить процесс, внесено было понятие госслужащий. То есть с чем он борется сейчас, мы боролись, чтобы это не было вообще. Так вы меня в этом поддерживаете Да, или не конечно. поддерживаете? Ну, я же говорю, Ну, да. то есть тогда вы согласны? Вот я вам говорю Я свое мнение. Я не Конечно, против закона. согласен. Нет, я вот скажу. Я не против закона декларирования, но я считаю, без этого изменения и его Давай. реализация просто, ну, ее не должно быть. Хорошо, давайте. Убирайте госслужащих. Все? Убирайте. Вопросов нету, то есть? Нет, мы за, Вот убирайте. когда вы мне задали вопрос, там, да, про какие изменения я еще собираюсь вносить. Вот у меня есть друг... Тут еще у меня есть парочка, если интересно. Я вам успеем, не успеем, я вам после эфира еще Сейчас, расскажу. знаете как, еще момент один. Самый лучший проверяющий – это время. Оно доказывает, кто из нас был Это прав. правильно. Верно. Сегодня попытки изменить ситуацию в антикоррупционной сфере идут. Даже кое-где временами успех есть. Кое-где. Но это очаговый успех. Очаговый успех. Это точечный успех. Вот смотрите. Дело Автодора. Сколько возвращено миллионов? 0. Дело больницы, овчарки, ажиотаж, ругань в этих возвращено 0. Премьер-министр говорит недавно, мы комментировали эту новость, где оборудование в театре. Вот выделены деньги в театре, и тишина. Еще хотелось бы обратить один момент. Вот, мы читатели. Мы оторваны от конкретной информации, но по вашим же источникам информации. По ГТРК, по База ТВ, по Обсадгил-инфо. Мы читаем. Дело Автодор. 19 с чем-то миллионов перечислено компании Югстройкомплект. Но сейчас у нас не об этом идет тема. Мы Я сейчас покажу, сегодня говорим как все-таки... происходит Это интересно. Тягомотина. Председатель этой организации отправлен под суд. А Югстройкомплект с вымышленным персонажем Филипенко или Ну, мы же Филимонов. подробности Стоп, не стоп, стоп, знаем, стоп, стоп. все-таки Вы на тратите стадии... время. Нет, а ГТК Нет, часто тратит на время на стадии риторику. расследования Мы говорим мы о не можем конкретике. говорить. Секундочку. Да, вот дальше продолжения нету. Это, вот я разные дела уголовные читаю. Дело Сбербанка. Большая сумма, многомиллионная, да, там 750 или 850 72 миллионов. миллиона. 72 миллиона. Там говорится о той же фирме, Югстройкомплект. То есть человек вымышленный может прийти в Абхазию, не посещая ее, оформить КПП, ИНН, получить свидетельство в Минюсте, обналичить деньги, заключить подряд в одном уголовном деле, во втором уголовном деле, в третьем, он подозреваемый в третьем проходит, сейчас просто оно еще не озвучено. Да? Вы мне скажите,
вы на самом деле хотите докопаться до истины. Вот если вы хотите докопаться до истины, то у вас здесь, вот я вижу, как ревизор бывший, да, что вы мне не все говорите. Вы мне не все говорите. Вы мне говорите одного фигуранта, а там гораздо крупче. И это фигурант замешан в Сбербанковской, да, деле, да. Кстати, оттуда, а сколько возвращено по делу Сбербанка? Тоже ноль. А теперь Так мы вот вам я вам и говорим говорю, следующее. что законы не работают, об этом я и это говорю. не работает вот эта билиберда, которую нам выдают в эфире. А наш закон как раз таки работает. Мы говорим следующее. Его еще нету. Ничего не сработает в этой стране. Ничего. Ни в демографии, ни в трудоустройстве людей, ни в криминогенной обстановке. 99% убийств и так далее происходит за дележ финансовых потоков. Ничего не сработает без зачистки по 20 статье госслужб. Но нам осталось дождаться, что будет на Ничего следующей мне не надо. неделе. И, Ждать- в принципе, ждать можно заседание, что угодно. которое Можно я еще добавлю? мы Тут как под, раз- наше время подходит уже Буквально к это завершению. минутка буквально. Вот Астамур как раз говорил о том, что вот эти коррупционные дела, да, какие-то стройки там, да. Я вообще не понимаю, почему там не добавлены, да, строители, допустим, да, это предприятия, которые по государственным заказам что-то строят. А почему Добавляем? нет? Я хочу развить вашу мысль. Отличное предложение, Давуд. Да, нет, это так и есть на самом деле. И это было ваше Нет, я вот о чем говорю. Это было Всё, ваше предложение. Разумеется. Мы хотим в Если прямом можно, я эфире докончу. обратиться Нет, к одну премьер-министру секундочку. и хотим- Астамур, ну что такое? Да. Нет, я закончу, мне много не Отлично. нужно времени. То есть, я говорю, вот я хочу, вот я, который с бюджетными деньгами встречаюсь раз в месяц в виде зарплаты, и кто-то, который берет подряд там, на 10, 20, 100 миллионов, почему я должен, а он не должен? А он почему не подпадает? Почему не добавим туда отдельных лиц там? Это разная категория. Вы как юрист должны знать. Подождите. Стоп. Нет, На- А вот по Надежда поводу того, Юрьевна- чтобы озвучить и чтобы общество знало, кому сколько выделяется, отличная идея. Мы просим премьер-министра, вот мы недавно слышали, опытные подрядчики и так далее. Всё Отлично. верно. Давайте всех опытных подрядчиков. Вот я неопытный, допустим, да, с кого мне брать пример? Я же должен знать, кого. Мы будем брать пример. Почему неопытный подрядчик? Вы разве не занимались строительством Творчальского рынка? За всю историю абхазского государства один единственный раз я, ИП Какали Астамур Валерьевич, напрямую заключил подряд с абхазским государством. И выполнил эту работу, несмотря на упреки. Но сейчас одно строительство продолжается, А? строительство Вы не еще понимаете? продолжается. Вот так Это же не мне важно, вот- это вообще другой Стоп. вопрос. Вот тогда мне тоже не дали ответить. Подняли эту тему и не дали Нет, ответить. я с удовольствием А я выслушаю. теперь Мне вам для себя отвечаю. интересно. Я строил крытый навес в Творчельском рынке. Внизу это не мое вообще, вот вы мне не заказывали. Вот мою работу я построил. И когда вы говорите, что этот рынок не построен, извините, вы мне вот то, что вы мне дали, я сдал. Ни от какого ветра ничего не развалилось. Я сдал эту работу. И что? И наше государство, я знаю прекрасно, как это делается. У нас же как? Вы в дружеских отношениях с распределителем подрядов, допустим, Надеждой. Надежда вам дает подряд, у вас есть ручка и бумага. Вы берете от нее 100 рублей, вы приходите ко мне и говорите, дай за 50. Да я вам и на 40 соглашусь, понимаете, я безработный, да? И я выполняю на 40 работу, вы получаете Ну вы же как-то 50. тоже получили Стоп, подряд, стоп. который заключили? Нет, Заключили договор, Нет, который... я уже... ну, Ну, почему? это сейчас даже не этот важно, он подряд. выполнил Чего свою это работу, мы я другой. отвлекаемся? Я Да. другой. Один момент. Отвлекаемся от Даже темы. этот, вот мы говорим напрямую, даже этот подряд у меня был субподрядом. Вы знаете? И я заплатил 2% за то, что я получил его. Даже этот. Наше Астамур, время я не об этом подходит, слушаю. я Это не просто, могу, вот потому просто, что у но нас вы же время согласны, уходит. я абсолютно то, уверен в что том, согласен. что вы в Конечно. этой ситуации должны тоже. Вы не поняли? А? Вы тоже, вот вы как подрядчик, да, Давайте. государственных, Не вопрос. по государственным каким-то вопросам, вы тоже должны писать Я, декларацию. наверное, единственный в истории Абхазии подрядчик, который пришел в парламент, пришел на телевидение, сказал, что это я подрядчик. Вот моя смета. Идемте, я вам покажу, что это единственный случай. У нас люди миллиарды оприходовали, уголовные дела на них,
они другой ООО «Ромашка» оформляют вместо ООО «Амра». Да. И опять они, опытные строители, их отправляют. У нас, можно, если вы же затронули эту тему, у нас время подходит Просто к концу. здесь у нас вас время нет, подходит не Мы только вам перед... я вам дам электрик есть, а слово, вас чтобы нет, я об каждый этом. высказал. Вас я не веду, вас лично, я имею в виду Послушайте, подрядчика. вы можете внести в меня лично даже. Надежда Вопрос Юрьевна, в другом. все-таки что вы думаете о судьбе это касается дальнейшего? должностных лиц. Астамур, Это все-таки касается давайте мы бюджетных и денег. слово дадим Да, другим денег. тоже. И легко Не, можно не, не, внести не. в название Астамур. и отдельной Название категории нету такого, лиц. нет такого Мы названия. находимся в прямом Те, эфире, кто пожалуйста, касается дайте бюджета, слово там другим. написано должностное лицо, госслужащий, депутат. И Астамур, отдельная категория лиц добавляем. я вас и прошу, вполне давайте можно слово вас передадим подписать, уже писать. все-таки. Надежда Юрьевна, вот все-таки у нас есть информация о том, что заседание, возможно, они сами тоже надеются, что состоится на следующей неделе, и все-таки этот вопрос будет в повестке дня. Ваши ожидания вообще, что ждать, если примут и если не примут? Что-то изменится от этого? Ну, во-первых, я думаю, что примут, потому что Вы нам это говорили 2 далеко. года назад, помните на эфире? Вот приняли. 2 года назад. Вот мы говорили. приняли. Надежда Горелова прислала. Я думаю, что примут, потому что на носу перевыборы. Если они не примут этот закон, они потеряют общественное лицо, и очень велика возможность, что их не переизберут. Поэтому я думаю, что как раз депутаты этого созыва примут этот закон. Но поскольку все, что он говорил и по поводу там Сбербанка и так далее, он это доказывает, что многие законы не работают. Это не Все законы. все Это эти- госслужба не работает. Все эти дела можно было решить с помощью Уголовного кодекса и так далее, и так далее. Не можно, пока вы не зачислите по 20 статье от коррупционеров, ничего не можно. Это все. Блеф это Поэтому- все, риторика. Вот риторика — это все, что говорите вы. Нет, Потому что нет, вы мы не говорим знаете. Вы, математика. вы Дебет, это вы не начинаете это говорить, слушайте, ремонт Трамп, математики. президент могущественной страны, Кто? за все 4 года ни разу не подал декларацию о своих кто? доходах. Кто? Трамп. Да, Дональд всё-таки Трамп. мы, Вы ничего не вы знаете, не что понимаете, происходит. он Дайте, подал. пожалуйста, Он слово. Да не подал. подал, и его за это сейчас судят. Стоп. За Не то, что он подал. укладывает. Его Астамур. зять подал. И он говорит о брате. Зять подал, а он так и не подал. И Трамп подал. И у них вопросы Я к вам его сейчас передам налоговой слово, базе. дайте, Правильно, пожалуйста, он сказать. укрывал, Что? несмотря на все эти в 20 том-то и статьи дело, и что так далее. расследование у него Все идет. зависит от той реальности, Ну, которая давайте- существует в Вы самом дезинформируете обществе, сейчас. понимаете? Он подал. У них Я вопросы не к тому, дезинформирую. что он подал, это липа. Вот к чему Правильно, вопрос. липа, да. И Значит, то он много лет не подавал. он подал, зять подал, дочь подала. Все подали. И все члены И семьи. все это липа, правда, несмотря на то, что 20-я статья у них Подождите, действует. вы представьте себе, закон имеет такую силу, что даже Трампа, президента Соединенных Штатов, по этому закону можно закошмарить. Вы представляете Можно, себе? да. Президента, Но в течение- который может отдать команду к ядерной атаке, можно закошмарить обычным И это не законом о мешало декларации. ему Это всю говорит, что с жизнь нашим обманывать Уважаемые государство гости, и налоговую пожалуйста, дайте службу. передать всего слово. прихвостнями справиться на раз-два. Ни Астамур, черта подобного не справится. я вас очень прошу, давайте мы выслушаем следующего теперь вот, гостя, да, и потом мы пожалуйста. Не все так дадим просто в слово этом вам. мире. Все-таки что вы думаете по поводу предстоящей сессии парламента? Как парламент отреагирует на данный закон и какие перспективы у нас? Я, как проголосует парламент, не знаю, честно говоря, гадать не хочу. Все возможно на самом деле. Это еще, наверное, зиждется в каком-то плане на моем двойственном отношении к нынешним поправкам. В целом они меня устраивают, я даже считаю их необходимыми. Единственное, я все-таки считаю, пока не будет еще ряда изменений, в том числе госслужащих, да, должностных Убрать лиц. Вот то, госслужащих, что я всё, говорю. больше на Нет, ничего у меня нет. еще есть. Просто мы в рамках передачи не успеваем. Как бы. А еще мы вообще ни на что не согласны. Да, я знаю. То есть я на сегодняшний день, Ввести детей мы пока согласны рано, изменениям. как мне кажется, его отделять от закона о госслужбе. Надо внести еще ряд изменений, а потом уже... То есть я не хочу, чтобы он начинал действовать там в августе. То есть я считаю, еще рано нужно еще внести несколько изменений. Астамур, как вы считаете, все-таки мы возлагаем надежду, что на сессии будет вынесено все-таки все, что мы сегодня здесь с вами обсуждали. Ваше мнение, к чему мы придем? Я, знаете, сама логика событий. Ну, вы Само- возлагаете надежду, что все-таки мы все-таки получим Я этот удивляюсь, закон? как это до сих пор не состоялось. Понимаете? Вот у вас удержать стабильность общества,
удержать стабильность, обеспечить доверие населения. Не вот это доверие, когда мы имитируем доверие, да, а настоящее доверие населения, массовое, вот это доверие возвращайте к органам власти. Я удивляюсь, как это не получается. То есть надо очень постараться, чтобы этого не получилось. Понимаете? Вам легче попасть, вам легче, труднее не попасть, чем попасть в этот, понимаете? Наше время подошло к концу. Спасибо Можно большое, еще? что Можно еще? вы все пришли. Все-таки мы хотели, чтобы кто-то из депутатов присутствовал, но с течением обстоятельств сложилось так, как сложилось. Хочу отметить, что сегодня 1 июня, День защиты детей. В первую очередь поздравить всех деток с этим праздником, пожелать счастливого детства и стабильного будущего. Коррупция – это враг будущего наших детей. И, наверное, пора об этом задуматься, что именно коррупция может лишить стабильного будущего нового поколения. До новых встреч!